Георгий, Кто? Кто? добрый вечер. Кто? Что вы сказали? Салам алейкум. Алейкум ассалам. Нет, до этого что вы сказали? Что-то сказали какой-то. Добрый вечер. Добрый вечер. Я просто не услышал, вас плохо слышно, у вас микрофон не годится. Салам алейкум. Мы в эфире, что ли? Вас плохо слышно. У вас микрофон не Мы годится. в эфире, что ли? Я тебя снимаю. Зачем ты меня снимаешь? Я тебя не снимаю. А ты снимай, я мешаю меня снимать. Возьми, сними меня. Ходишь на мобильнике, ходишь там сюда, программу включи, я тебе не мешаю. Ты имеешь на это право. Если ты себе позволяешь со мной разговаривать, то я имею тебе право снимать. Кто ты такой строгий, братан? Кавказские горы так воспитывают. Воспитание предков. Ничего с этим не поделаешь. Сам откуда? Сам откуда? Северная Осетия. Северная Осетия. Наши враги, значит. Понятно. Враги опять. Ну, осетины против грузин воевали. Как, не враги? Где я в Абхазии воевал с 17-летним пацаном, там в Северной Осетии добровольцы воевали. А потом в 2008 еще воевали. Ну а какого фига? Мы же на вас не напали, на Северную Осетию же не напали мы. Какого фига вы напали? Я осетин, кстати, я осетин, кстати. Да, я защищал свою родину. Мои предки здесь веками жили в Грузии, где нас приютили грузины. И я благодарен этому народу, что моим предкам дали кровь плоти, дали крышу над головой. Когда они бежали от царской России, когда оттуда осетин гоняли, казаки, вот эта царская Россия убивала осетин, мои предки спустились сюда. И грузины, предки, моих предков приняли, поселили, помогали восстанавливаться. Я обязан им за это спасибо говорить и впрягать. Это сейчас моя родина, Грузия. Это моя родина. А зачем в Северной Осетии против нас воевали? Мы же на Северную Осетию не напали. Какого фига полезли на нас, ваши добровольцы? В Абхазии и в 2008. Что, не враги, что ли? А кто такой? А почему у вас своей независимости нет? Вы же гордый народ, непокоримый народ, вы же так кричите. Почему вы под Россией, который ваших предков и моих предков убивал? Что вы простили им, гордые осетины, простили им? Русским простили вот это, а почему за Беслан им не ответили? Путин со своей 58-й армией пришел в Беслан и расстрелял снаружи, расстрелял школу снаружи. Не террористы взорвали внутри, а снаружи расстрелял школу вашу и положил под свои снаряды 150 ваших детей и женщин. И вы, осетинские мужчины, молча это приняли. Вы простили кровнику и сейчас считаетесь россиянинами. И еще идете против грузин воевать, которые приютили осетинов на этой земле. Веками приютили осетинов. Что, не враги, а кто вы такие? Зато грузины сейчас независимость имеют, в отличие от вас. А почему у вас вашей письменности нету? Почему нету осетинской письменности? Где она, если вы древний народ? Кто сказал, что осетинская письменность? Покажи мне, а ну покажи мне. Или это у тебя русские буквы? Я хочу, я тебе покажу грузинскую письменность. Смотри, у грузин было 3 письменности древних. Сейчас у нас вот такая письменность, смотри. Вот, такого ни у кого нету. Вот это чисто грузины предки придумали. У нас, послушай меня, у нас 3 письменности были. А почему у вас нету вашего древнего письменности нету? Почему у вас нету древней письменности? Вы пишете на русские буквы, какой-то там переделанные русские буквы пишите. Ну покажи свою письменность, покажи мне. Мне интересно, покажи. Я сам осетин искал, не нашел. Ирона, да. Я не нашел, я не знаю твой язык, я не нашел. Я не нашел письменность. Ты говоришь, что я осетин. Я по происхождению, у меня этот менталитет и дух грузинский. Меня грузинская мать растила. У меня мать грузинка была, из Кахетии. Отец был осетином. И меня грузинская мать и мои грузинские родственники вырастили. Поэтому я языка не знаю, к сожалению. Но я тебе говорю, покажи мне вот как осетину интересно, ты помоги мне. Покажи мне нашу древнюю письменность, которую сейчас осетины пишут. Ну покажи давай, мне интересно. Ты же осетин, покажи. Вот грузинская письменность, смотри. Это один из трех, вот. Мать история здесь написана. Покажи мне вот. Мать тебя ничему не научила, да? Мать меня научила, как быть грузином и как быть благодарным грузином. Научила, как быть дух грузинский иметь. Достойный грузинский дух иметь. И она меня научила, что у меня происхождение осетинское, но не более ничего. А ты мне покажи сейчас, ты научи мне, какой у нас письменность была, у наших предков, покажи.
А, не было у наших предков письменности, да, зато кричим, чтобы у нас царство было. А как наши цари? На каком языке писали наши цари? Как они указ выдавали, А письменность? Тамару спроси. А что мне Тамару спрашивать? Что у него муж был этот по отцу Багратиони, а по матери Осетинка была? Сослан был Багратиони по отцу. Ты даже этого не знаешь. Сослан был по отцу Багратиони. У него отец Багратиони был. Грузинский царь привел его мать в жены, а потом его отпустил, а потом его отпустил. И он родился в Осетии, Сослан. Но он не был осетином по происхождению. Он был Багратиони по происхождению. Ну, идиот, смеется. Все под себя. Иди книги прочитай, осетин. У тебя даже, вот, ты даже мне не ответил, что у тебя письменности нет. А у грузин есть. Вот они в этом уже лучше вас. У них есть многоголосие у грузин. У них есть красивые танцы у грузин. Они придумали, во всем мире подарили, как вино делать. Они придумали ковать сталь. Они придумали, как добивать золото. А что осетины подарили миру, скажи мне? Что осетины подарили миру? То, что вы этот Симди и этот Хонга Кафта у кабардинцев украли. Вот это вы подарили. И то, что сейчас у грузина воруете танцы, да? Как это горские танцы, танцуете грузинским Тиулури, Казбекури. Вот это вы подарили миру, да? Или то, что вы пришли, этот, ингушские земли отжали с помощью России. Почему вы у ингушей землю отжали? Владикавказ это ингушская территория. Там всегда ингуши жили. А Россия вам помогла отжаться ингушские земли. Братан, тебе земли мало, да? Это вам земли мало. Вы пришли из Ирана пришли, вы, осетины, пришли на Кавказ и отняли у ингушей землю с помощью России. Это вам земли мало было. Чего вы в Иране не остались? Ирон, чего ты в Иране не остался? Ты же твои предки же с Ирана пришли, с Кефи Сармати откуда пришли? Из Ирана пришли. Кимерийцы откуда пришли? Из Ирана. Ты чего не остался? Чего твои предки в Иране не остались? Чего у ингушей землю забирали? Что вам мало было Владикавказа, что ли? Ингуши древнее нас, что ли? Древнее вас, ты что сомневаешься в этом, что ингуши древнее вас? Дурдзуки, прочитай, Кистини, Дурдзуки, Галгай, прочитай про них, что пишут. А про вас ничего не пишут. Про вас пишут, что вы кочевной народ, вы кочевники. Кто ты тогда? Кто я? Я по происхождению кочевник, но у меня дух, менталитет, сердце, традиции, история, язык. Это все у меня грузинское. Я горжусь этим. Я благодарен этому народу. В отличие от вас, неблагодарных, я благодарен грузинам, что они моим предкам дали приют. Когда они бежали от твоего господина, Российской империи бежали. Кто тебе потом беслан устроил? И ты тут как терпила, сидишь и терпишь Россию, которая твоих детей в школе расстрелял. 58-я армия. Да, а это потом 58-я армия на Грузию напал, и ваши добровольцы вместе с ними шли грузин убивать. Те 58-я армия, которая ваших детей положил в Беслане. И ваши женщины смелее вас оказались, они впрягались, на суде ходили, против Путина пошли. А вы, мужчины, молча смотрели, и сейчас молча смотрите. И покорными сидите перед Россией. Что ты можешь мне за это сказать? Когда грузины до сих пор не можем простить убитых наших России. Не можем простить. А вы простили детей и женщин, убитыми в Беслане. Вот кто такой твой народ, кто? Если вы мужчины, вы должны были против Путина пойти. Вы должны были попросить, вы должны были потребовать этих негодяев, чтобы вы им горло перерезали бы. За своих детей. Ты этого так хочешь? Нет, это вы должны хотеть этого. Нет, это ты знаешь как, там пошел, короче, и все, вам детей положили, там в землю положили, и вы так терпело смотрите на это спокойно, потому что вы рабы. Вы боитесь Путина, вы русских боитесь. Вы русских боитесь. Вы русских боитесь, вы Путина боитесь, вы рабы. Почему у вас независимости нету? Вы что, русские что ли? Вы русские что ли? Нет, ты русский. Ты русский. Ты же осетин, почему у тебя нету независимости? У меня? Да, почему у твоего народа нету независимости? Ты что, русский? У тебя независимость, блядь. У меня есть независимость. Тут сейчас Россия не хозяин. А то, что у меня есть президент, у меня есть все свои права, здесь русский ничего не решает здесь. Здесь все мы сами решаем. Уже оскорбляется вот этот идиот. Вот это показывает натуру свою осетинскую. Уже трусливый шакал оттуда матерится. Раб.
Вы еще хотите мои комментарии? Никаких комментариев. Все сказано мною. И все честно, истинно сказано. Почему не показал свою письменность? Вы сами слышали, этот представитель осетинского народа ничего мне не мог